ностальгии успешно лечит вино, неизменный атрибут и украшение французского стола. Наш следующий гостеприимный хозяин Эрик привел нас на маленькую винную фабрику своих друзей и показал, как после сбора винограда, его отжима в специальных приспособлениях, в подвале из виноградного сока путем спиртового брожения получается вино, которое затем должно быть выдержано в бочках и лишь через несколько лет подвергнется специальной финальной обработке, фильтрации, пастеризации и заливке в бутылки. По окраске вина делятся на красные, розовые и белые. В белом больше сахара, и оно мягче. Также вина делятся на марочные, лучшие, выдержанные несколько лет, и ординарные, выдержка около года. Хозяин дегустирует прошлогоднее красное вино Мерло Каберне. Это типичное винное производство Франции. В некоторых старинных замках иногда одновременно выдерживают от 200 до 500 бочек вина. Другая семья делает заготовки, из которых затем на фабрике изготавливают бочки для виноделов, а их соседи выращивают цветы, цикламены, петинии и хризантемы. Нам показалось, что именно эти простые и добрые люди и есть ядро нации, первооснова экономики страны. А дегустация продукции местных винных фабрик во французско-российском обществе может затянуться надолго. Вот настоящий французский коньяк, купленный не в супермаркете, а у местных производителей. Коньяк от названия городка Коньяк изготавливают из коньячного спирта, получаемого путем перегонки белых сухих вин, с последующей выдержкой в дубовых бочках. Чистый коньяк 70 градусов. Еще крепче арманьяк, брат и соперник коньяка. Его выдерживают по меньшей мере 25 лет. Это напиток, украшающий жизнь, пробуждающий воображение, очаровывающий ум и порождающий любовные чувства. Естественно, к этим замечательным напиткам нельзя притрагиваться, если вы за рулем. И тест на содержание алкоголя в крови занимает несколько минут. Говорят, что питье определяет сознание. Возможно, именно поэтому жизнь французов напоминает ровное веселье от легкого вина, а наша буйность водочного разгуля с последующим мрачным похмельем. Итак, жизнь среднего француза в телеграфном стиле. Средняя зарплата 10 тысяч франков, 10 миллионов рублей, заметьте, в месяц, при наличии работы позволяет хорошо и комфортно жить. Продолжительность жизни выше, чем у нас, а старики с пенсией 9 тысяч франков обходятся без помощи детей и мило развлекаются заслуженным отдыхом. Дети рано становятся самостоятельными. В среднем цены ниже, чем у нас, а выбор товаров больше. Машина не роскошь, а средство передвижения. Собака – друг человека, а не охранник, поскольку людей надежно охраняет полиция. Мужчины во всем помогают женам. В стране много свадеб и детей. И как вы уже, наверное, заметили, французы обожают цветы, бассейны, цветомузыкальные шоу с пиротехникой. Не зря именно во Франции родился Жан-Мишель Жар. Редкая возможность познакомиться с иноземной жизнью изнутри – это пожить в семьях. Французы очень гостеприимные, и гостеприимные вдвойне, ведь это не составляет им никаких дополнительных бытовых проблем. Наш хозяин Эрик – настоящий мастер по реставрации антиквариата. А вы коллекционируете эти старинные часы? Нет, я покупаю, например, старинные часы и реставрирую их для продажи. А Сильви, моя жена, устанавливает роспись. Это очень старинная роспись. И они будут проданы затем за очень большую сумму. Они для продажи, да. Я продам их, наверное, за 5 или за 7 тысяч франков. Between 5,000 francs to 7,000 francs. Как сказал Эрик, евроремонт во Франции не в моде. Люди покупают антиквариат. Даже молодежь предпочитает старую мебель, и не из магазина. Он учится по книгам у старинных мастеров. Старинные вещи находят и покупают в замках, например, в винных подвалах, а мастерская дома. Эрик предпочитает стиль Людвига XVII. Это такая массивная, солидная мебель. А вы богатый?
No, Нет, because потому что When I've когда я got money, зарабатываю, то я быстро I трачу always, деньги. А вы много работаете? yes, I work Да, in the но, morning. No, да, но только обычно по утрам. I work Обычно я начинаю с 10 вечера и потом работаю ночью, но только не по утрам. not enough. А французам много приходится работать, чтобы обеспечить себя? French Французы вообще don't work не работают очень много и очень долго. hard. French people work Обычно французы работают только 8 часов в день. Потом идут домой, television. смотрят телевизор, отдыхают. Now, people Теперь люди работают у нас 38 часов в неделю. Это так называемая укороченная les неделя. ouvriers, tu comprends? Ouvriers? Like Вот, Jean-Michel. например, Жан-Мишель рабочий, он шофер на винной фабрике. Он хорошо оплачивается, но люди подобных профессий оплачиваются плохо, They win, около 5000 франков. Это наша так называемая минимальная we call that зарплата. le SMIC. Семья Эрика и Сильви каждый год принимает артистов из России. В прошлом году у них жили парни из Башкирии. Мы прославляли славное имя Бурятии как могли, а теперь пора ехать дальше. Мы прощаемся с семьей Эрика как с настоящими друзьями. А следующая неожиданная встреча ждет нас на самом юге Франции, в городе По. Неподалеку Испания, родина Наполеона Корсика и знаменитый Авиньон, где проходят театральные фестивали. Каждый город – это мелодия звуков, вариации композитора по имени «Жизнь». Par ici. Vous connaissez pas, monsieur? Non, vous connaissez pas madame? Vous êtes d'où? Вы приехали, да? Франсуа, познакомьтесь, это Франсуа. Ой, из России. 15 лет проработал в России. Француз, который говорит на французском, на русском языке. А вы что, снимаете для телевидения? Да, для себя. Так у вас сейчас идут выступления? Ну, все понятно. Из какого города вы? Из Бурятии. Из Бурятии, да? А у нас здесь русский ресторан. Можете зайти, снять, если хотите. Да. Ольга 10 лет назад вышла замуж за француза и переехала из Москвы на юг Франции. Франсуа, знаток русского языка и истории, друг их дома. Художница по образованию, Ольга оказалась и талантливой предпринимательницей, и обаятельной хозяйкой собственного ресторанчика «Пушкин». Но это уже совсем другая история. А мы поняли, что мир тесен и интересен, но дома лучше.